Мы провели исследование про Да. школы в Чувашии. То есть, что интересно, что есть ветераны, которые буквально курсируют по школам. И вот этот вот ветеран служил, значит, в Ахмате, осужден за хранение оружия, конкурс детских рисунков. Ты смотришь на них, там ужас какой-то происходит. И эти в начальной школе делают окопные свечи солдатам, пишут им письма, девочки вяжут носки, делают трусы этим солдатам. За нередко те, кто 11 класс заканчивает. Те 11 лет накачивают, и как бы вот ты выходишь, и раз, пошли в военкомат. Мы ожидаем, что к нам сейчас придет Семен Кочкин, автор телеграм-канала «Сердитая Чувашия» и YouTube-канала, который называется, собственно, Семен Кочкин. Семен, привет. Привет, Ира, привет, Владимир. Привет. Мы провели исследование про школы в Чувашии. Значит, в этих школах пропаганда, много Путина, все в войне. И мы решили проверить, так ли это. И кажется, все именно так, как мы себе представляем. Мы не могли зайти в школу и там посмотреть, что там происходит, но мы смогли проанализировать их паблики ВКонтакте. Оказалось, что 15% постов — это посты про войну, да, то есть они не милитаристские, которые там говорят, как война, что война — это хорошо, и вот это вот все в таком духе. Мы вот, если говорить про чувашский язык, да, про и русский родной, оказалось, что никто не использует чувашский язык, только если это праздник День чувашского языка. Вот, День чувашского Я думаю, языка. сейчас скажешь, если нужно передать какую-то секретную информацию, потому что власти не поймут все равно. Ну, слушай, да нет, власти в Чувашии говорят на чувашском, и как бы глава Чувашии говорит на чувашском, вот, поэтому не получится тайные знаки передавать. Вот, хотя вот даже в школах, где люди преподают на чувашском языке, то есть там все уроки проходят на чувашском, они все равно пишут свои посты на русском. Но это так, это уже скорее, может быть, я слишком многого от них требую. Да, главное, что вот реально, то есть школа сейчас, то есть это еще одно подтверждение, что школа сейчас это вот еще один элемент пропаганды, только вот для самых маленьких, чтобы как бы вот после, там, как они школу закончили, они не задумывались и думали, в целом можно и в армию сходить, там интересно, и сразу можно много денег зарабатывать. Часто ли приходят те, кто зазывают в армию, потому что слышим и тоже рассказываем, и вчерашний день это показал, вводят в школы участников специальной военной операции. Зачастую среди вот этих людей, которые выступают перед малышами, оказываются бойцы ЧВК Вагнера, те люди, которые оказались на фронте, выйдя из колоний. Такая практика насколько распространена в твоем регионе? Да, мы тоже сделали анализ, поэтому тоже по встречам с ветеранами. То есть, что интересно, что есть ветераны, которые буквально курсируют по школам. То есть нет такого, что, знаешь, там у каждой школы есть свой ветеран СВО, который приходит, что-то рассказывает, а есть те, кто курсирует, и там был один, значит, ветеран, который обошел 50 школ. Вот, и вот этот вот ветеран служил, значит, в Ахмате, осужден за хранение оружия, убийство, значит, животных, то есть он типа живодер. Вот, то есть постоянно, в общем, сует этого мужика, и он, и он подает пример. А потом другой курсирующий ветеран – это кандидат в депутаты городское собрание. И вот ему там 30 лет, у него 6 медалей, он служил 3 месяца в отряде этого Саблина, который антимайдан, депутат Госдумы, вот у них есть свой отряд, значит, Барс. Может быть, даже лучше, что курсируют, значит, просто, значит, блатные мужики, в смысле, блатные ветераны, которые, на самом деле, не служили, чем какие-то убийцы. А что они делают? Они обучают чему-то? Что они рассказывают? Есть те, которые это называется урок мужества. Урок мужества, что они приходят и говорят, что вот, мы крутые, будьте как мы. Кто мог подумать, что будут приходить военные и показывать военную технику, да, или там прикладную военную технику. Такая реальность сейчас, да. Те приносят, показывают. Вот, мы не находили постов, что приносили как какие-то трофейные, да, там вещи, да, там, не знаю, там какие-то байрактары или что-то типа того. Такого в Чувашии нет, не дошло, но я думаю, там в школах Москвы или там в школах Чечни, я думаю, вполне такое может быть. Как бы вполне себе такое представляю. Они, когда и посты свои пишут, и мероприятия проводят, там чем хуже, тем лучше. Это конкурс детских рисунков. Ты смотришь на них, там ужас какой-то происходит, и они такие, вот, как здорово, как красиво. Думаешь, тут какой-то ужас. Самое интересное, что никто даже не замечает подвоха в этих пабликах. И, возможно, и школьники тоже как бы подвоха не замечают. Ты знаешь, я про это и хотела спросить. То есть, анализировав посты, какая-то реакция же есть в комментариях? Там, я не знаю, школьники что-то пишут вообще, как-то... Нет, эти паблики еще используются для накрутки каких-то месседжи, которые вот хочет власть. Там, не знаю, губернатор
вот глава республики наш пишет, что там у меня прямая линия, отвечу на все вопросы. И все паблики школы начинают его репостить. Если кто-то напишет какой-то негативный комментарий, ну просто ему напишут в личку, скажут, что это такое. Это Удаляй. нехорошо. Когда, на самом деле, я анализировал, то есть когда команда, не только Сердитая Чувашия, но и Ненорма в первую очередь занималась анализом, ты как бы смотришь из этого, как вот, через компьютер, и это на самом деле смотрится смешно. Дети переодели, куда-то потащили, вот, и как бы думаешь, может, и ничего страшного, но если задуматься, это же реально ситуация опасная, да, и совершенно непонятно, что сейчас в современной школе, да, то есть если там и подмена понятий, и буквально пропаганда, да, и как бы я вполне допускаю, что это все и работает. Это все и работает, потому что, не знаю, вот в Москве, Петербурге, может, по-другому, но в Чебоксарах там сколько сейчас за контракт? 250-300 тысяч платят. Единоразовая вот эта выплата, это же гигантские деньги для региона. И как бы молодые ребята, которые закончили школу и не смогли поступить в университет, или там, даже вот они думают, я поступлю в университет, будет небольшая стипендия, и надо будет очень долго идти к доходу, а можно сразу подписать контракт. Можно, пойду и умру Да, сразу. да. Слушай, когда тебе в школе рассказывают, что не умрешь, что это все весело, там тебе пришел какой-то, ветеран, показал квадрокоптер, там ты там что-то ленточки порезал, окопные свечи наделал, написал. И это, знаешь, там еще, это же прямо с начальной школы происходит. То есть мы находили посты, там дети в начальной школе делают окопные свечи солдатам, пишут им письма, девочки вяжут носки, делают трусы этим солдатам. Когда ты столько там с самого детства этим занимаешься, ты не думаешь, что ты пойдешь, ты и умрешь. А если там умрешь, то умрешь как герой. Я думаю, примерно такие вещи могут в голове происходить у этих молодых людей. Совершенно непонятно, какую альтернативу можно сказать родителям. То есть сказать им, переходите на домашнее обучение, но это же такое. Это очень сложно. Чтобы перейти на домашнее обучение, нужно куча денег. А вы просто уедете из России. Нифига себе. Очень сложно, очень дорого, очень непонятно. И куча народа. И многие, я думаю, переживают. И пока, по крайней мере, мы пока анализировали, мы не придумали решение этой проблемы. То есть, да, от разговоров о важных особо там не откажешься. Да, ты можешь, можно ребенка оградить от свечей и какого-то идиотского конкурса рисунков, но все равно в этой атмосфере находится. Но, слушайте, мы с вами так говорим, как будто бы мы говорим про людей, у которых нет интернета, нет смартфонов, компьютеров, но это же не так. У каждого, я думаю, школьника есть Telegram, у каждого школьника есть YouTube. И там пойди и посмотри, то есть пойди и узнай, что он там смотрит и какую информацию он узнает. Да. Но когда ты все равно в такой среде находишься, ты очень погружен в это во все. Когда ты там 10 писем написал ветеранам, отправил на фронт 10 носков, вложился эмоционально, то опять же, да, я думаю, что как только человек, помните в этом «Кролик Джоджо», когда, значит, этот мальчик в самом начале у него, значит, Гитлер лучший друг, и потом он, значит, взрывается на гранате, и он начинает жить с мамой. И потихонечку Гитлер у него исчезает из головы, потому что он из этой среды отрывается. И я думаю, тоже летом дети отрываются от всего этого официоза, от поддержки этого всего, и тут просто момент в том, что главные люди, которые в зоне риска, это те, кто 11 класс заканчивает. Те 11 лет накачивают, и ты выходишь, и раз, пошли в военкомат. Наверное, тут стоит сказать, что если у вас есть молодые люди, которые заканчивают школу, и они переживают, что они не закончат университет, не смогут поступить в университет, не смогут получить отсрочку или куда-то уехать, то есть организации, школы, есть организации, которые помогают, значит, в армию не пойти. И стоит как-то им посоветовать и порассказывать о том, что в армии реально опасно, и можно и под Курск попасть, и под Белгород, и это все. И уж про контракт что говорить. Но это мы регулярно обсуждаем с представителями и движения «Идите лесом», даем совет.
правозащитники и другие из, например, Армия права, Сергей Кривенко, как у него называется организация? Общество Армия права, по-моему, так. Ну, еще есть школа призывника, по-моему, тоже. Школа призывника, да, вот я хотел с нее начать как раз. Да, еще есть Да, движение отказников. сознательных Отказников. отказчиков. Осознательных отказчиков. Да, Да. да. Еще есть, конечно же, солдатские матери, к которым тоже можно обращаться. И если вы боитесь, что ваш ребенок, кто-то из близких может оказаться в армии, заранее обсудите с правозащитниками, как сделать так, чтобы этого не произошло, как постелить соломку, какие нужно шаги совершить. И вот, опять же, да, с нашим исследованием, мне кажется, что такая ситуация во всех школах. Ну, то есть по количеству мероприятий, по всему, Чувашия тут вообще не уникальная. Наверное, нужно было нам в тексте и видео сделать на это дополнительный, ну, какой-то упор, потому что, блин, это Чувашия тут просто как пример. Да, да, есть чувашский язык, и тут, наоборот, казалось бы, что мероприятий должно быть поменьше. Не, мероприятий только же сколько и у всех. Ты знаешь, пользуясь случаем, Семен, ну вот ты же изучаешь все, что, ну, насколько это возможно, все, что в Чувашии происходит, и следишь. А можно ли как-то замерить уровень патриотизма? Ну, слушай, это такое, как бы, понимаешь, в чем дело? Как бы, мне кажется, что вот наша работа тоже патриотизм, просто он другой. Как бы, да, это тоже любовь к родине, тоже любовь там, к культуре и так далее, но она просто другая. Она вот не про то, что ты должен пойти и умирать, значит, в Украине. Нет, это не любовь к родине там, в нашем понимании. Вот, ну, поэтому тут как бы вот с этим термином будет сложно. Я думаю, что если подписчиков сердито Чувашии спросить, мол, вы патриоты или нет, они, скорее всего, скажут, что патриоты. Поэтому как тут измерить? Спасибо тебе большое, Семен, что зашел к нам сегодня в эфир. Семен Кочкин и автор телеграм-канала «Сердитые Чуваши», и YouTube-канал Семен Кочкин, так и называется. Подписывайтесь на Семена и на «Сердитую Чувашу». Спасибо большое, что позвали. Спасибо большое и зрителям «Живого гвоздя». Спасибо вам всем за вашу работу. Спасибо тебе, Подпишитесь на пока, Семена. отпускаю. Ему Да, не хватает подпишитесь. совсем чуть-чуть подписчиков до 70 тысяч. Я думаю, он будет рад этой цифре круглой, когда увидит ее у себя на счетчике. Ты знаешь, хотела сказать, что мы сейчас, конечно, вот так вот в шуточной форме разговаривали, но на канале Семена вы можете посмотреть там одно из самых популярных видео, там больше 200 тысяч просмотров, о том, сколько чувашей погибло на войне, анализ потерь, потому что команда Семена, они с первого дня войны в Украине ведут список погибших и публикуют и записывают ролики об этом очень часто, к сожалению. Вот. Так что подписывайтесь и на «Сердитую Чувашу», и на Семена Кочкина в Ютубе.